Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые участники сегодняшней пресс-конференции. Дагестан, мы вас приветствуем, мы вас видим, слышим, я надеюсь, что вы нас тоже слышите. Я думаю, что мы начнем. Тема сегодняшней пресс-конференции посвящена незаконным задержаниям российских граждан в Азербайджане. На минувшей неделе прошло задержание троих россиян, которые оказались впоследствии родственниками руководителей Федеральной лезгинской национальной культурной автономии, но об этом мы будем подробно говорить сегодня. Я думаю, что затягивать дальше смысла нет, я сразу передам слово господину Керимову. Расскажите, пожалуйста, что произошло? Спасибо. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемые представители средств массовой информации. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить вопиющие ситуации, которые случились с нашими соотечественниками в Азербайджанской республике. Я хочу сказать о похищениях, которые затем были оформлены как задержание полиции Азербайджанской республики. В течение нескольких дней один за другим были арестованы и обвинены в хранении наркотиков 3 лезгина, 1 гражданин Азербайджана, 2 граждан России. 2 из арестованных являются моими близкими родственниками, а 3 родным братом председателя исполкома Федеральной лезгинской национальной культурной автономии Саркарова Амиля. С момента создания нашей организации мы прилагали все усилия для того, чтобы сохранить идентичность лезгинского народа, родной язык и культуру. С нашей стороны велась полномерная работа. Мы всегда опирались на законы Российской Федерации и международное законодательство. Подчеркиваю, наша общественная организация всегда работала строго в правовом поле. Нас признали в Европе, и те проблемы, которые мы озвучивали ранее, теперь поднимаются на международных площадках Европарламента, ОБСЕ, Объединенных Нациях и других влиятельных международных структур. Господин Керимов, я вас прерву ненадолго, просто чтобы мы не упустили сейчас главную тему обсуждения. Как проходили задержания? То есть как это произошло, расскажите. Ну, об этом в средствах массовой информации много написано. Регниум, Роспал, Регниум, Кавказский узел, дагестанские средства массовой информации, многих написано. Это случилось так. Значит, один из задержанных граждан Российской Федерации, Бабаев Джавид, является руководителем одних крупных российских предприятий, генеральным директором. У него родители живут в Баку. Он ездил своим родителям навестить родителей, своей семьей, 3- и 5-летним ребенком. И решили гулять в городе Баку. Да, вышли в город, остановили машину, хотели там, видно, какие-то магазины смотреть. В это время подходят к нему 4 гражданских лиц, не предъявляя никакие документы. И силой у него забрали мобильный телефон, потом скрутили руки, хотели сажать в машину, но он физически здоровый парень, бывший спортсмен. Им этого не удалось. Они вызвали на полицейный наряд. Видно, это спланированная акция или операция была. Они были недалеко. Сразу подошли еще дополнительно 14 человек в гражданской форме. Скрутили руки, заставили сесть в машину, забрали ключи его собственной машины, отвезли. Через 3 дня, через свои контакты, свои знакомства, узнали, что его задержали управление борьбы с экстремизмом, что ли. Вот так, через 4 дня. Мы из Москвы отправили сразу российского адвоката, его не пустили. Мы известили об этом МИД России. Да? Я в это время был за границей по приглашению европейских структур. Я срочно вернулся, связался с МИДом. Обращались в МИД официальные заявления. МИД занимается этим вопросом, но на сегодняшний день ему никого не пускают. 9 числа он задержан. Мы не знаем, какое физическое его состояние, какие меры, физические меры в отношении к нему принимаются. Мы абсолютно не в курсе, никого не пускают к нему. Второй задержан в городе Огуш. Это бывший Варташенский район. Варташенский район находится 270 километров от города Баку. Это мой родной город, где я родился, вырос, окончил среднюю школу. И многие родственники живут в этом городе. Мамедов Илдар Халил Оглы. Он бизнесмен, под 60 лет, известный человек.
В советское время был руководителем крупных организаций. Сейчас занимается бизнесом. Не только в этом районе, в этом регионе, где живет в основном лезгины, аварцы, рутулцы, цахоры и другие дагестанские народы, имеют особое уважение. Его среди белого дня в улице подошли к нему 4 человека, тоже сразу забрали мобильный телефон. Он тоже физически здоровый человек, 2-метрового роста. Физически его открутили руки, зажали машину, и никто не знал, что случилось, что за люди. Вроде все задержания прошли как в детективном фильме «Похищение». Через 4 дня узнали, что его забрали в управление борьбы с наркотиками. Через 4 дня. До сих пор никого не пускают. До сих пор мы не знаем о его судьбе, жив ли он вообще, или какие-то физические воздействия, или физически принимаются отношения к нему, мы не в курсе. Третий задержанный, брат Амиля Саркара, представитель исполкома ФЛНК, родился в Москве, москвич. У них в прошлом году скончался отец в Москве. Отец тоже москвич, строителем был. Но по нашим обычаям надо понести там, где твой этнический родина. То похоронили в Азербайджане, Кабардинском районе. В этом году у него, они хотели годовщину и посетить могилу. Поскольку Амиля Саркару закрыто, но мы знали, что ему закрыто же въезд в Азербайджан. Младший брат, который никакое отношение ни к национальному вопросу, ни к политике, абсолютно не имеющий человек. Матери ездили, были в могиле отца, тоже к нему подошли в гражданском форме, непонятно кто, это работник полиции или спецслужб, забрали. До сих пор никакой известия нет, никого не пускают к нему. Мы только вчера ночью, наш российский адвокат известил о том, что его тоже предъявили обвинение в наркотиках. Я хочу, чтобы Максим Шевченко, который сейчас находится в Дагестане, как-то прокомментировал эту ситуацию с его точки зрения. Что происходит? Откуда все это берется? Это политика или это что-то другое? Максим, вы нас слышите? Да. Знаете, это политический цирк, потому что политика — это все-таки серьезная вещь, которая основана на стратегии развития, на компромиссах, на каких-то конфликтах, которые возникают в силу конфликта интересов. Но преследование политических деятелей, активистов, которые выступают в защиту прав лезгинского народа, между прочим, политикой уже назвать, честно говоря, невозможно. В данном случае мы имеем дело с фактами просто откровенного произвола, и надо назвать вещи своими именами. Я член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. И я считаю, что эти аресты людей уважаемых, которые, конечно, никакого отношения к наркотикам, понятно, даже вот иметь не могут ни в каких ситуациях. И невозможно представить себе, где наркотики, где эти люди. Это задержание именно в этой форме, оно еще и оскорбительно. Оно оскорбительно для Российской Федерации, в первую очередь. Конечно, тут не надо долго искать, чтобы понять, что это приурочено к визиту президента России Путина в Баку. В преддверии этого визита азербайджанская сторона, на мой взгляд, совершила очень серьезную политическую и дипломатическую ошибку. Они решили проверить, скажем так, Путина на слабо, как говорится, знаете, в таких вот пацанских компаниях. А арестовав граждан России, причем людей, связанных с ФЛНК, я напомню, что Ариф Пашаевич Керимов, руководитель ФЛНК, член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, мой коллега по Совету, я тоже член Совета, что человек, который неоднократно беседовал и встречался с президентом Российской Федерации, мнение которого Владимир Владимирович Путин уважает его мнение, прислушивается к нему. Мы не всегда согласны с Арифом Пашаевичем, мы с ним спорим, дискутируем. В Совете у нас достаточно демократичная обстановка. Российской Федерации можно высказывать свое мнение, и можно иметь мнение отличное от власти. Поэтому арест родственников господина Керимова и активистов ФЛНК, я считаю, что это был прямой вызов высшему руководству Российской Федерации, прямой вызов президенту. Потому что арестованы родственники члена Совета, который Владимир Владимирович Путин пригласил сам
для того, чтобы иметь с ним консультативные какие-то какие-то ситуации, консультации по, в частности, национальной политике, по межнациональному вопросу. Для Российской Федерации лезгинский народ является коренным народом Российской Федерации. Так получилось, что лезгины разделены государственной границей. Не спали, не видели лезгины тысячелетиями, что когда-нибудь этот народ, который живет по обе стороны Самура, должен будет проходить сегодня то, что мы видим на так называемом Золотом мосту. Когда люди, чтобы поехать к своим родственникам, к своим близким, навестить просто тех, с кем их связывали десятилетиями, но всю жизнь, поколениями связывали ближайшие узы, должны проходить достаточно унизительные процедуры пограничные. Я считаю, что в частности вот это вот пересечение границы для людей, которые в советское время, для которых этой границы не было, была граница между республиками и естественно, но там такого никогда не бывало. Даже милиция так себя не вела в советское время, честно говоря. Это, конечно, вызывает чудовищную напряженность. И вот вместо того, чтобы пойти навстречу в решении этого вопроса, что в преддверии визита президента Российской Федерации по Каспию, обсуждавшего вопросы с Гейдаром Алиевым, разные другие стратегические вопросы взаимодействия, я сужу по официальному коммюнике, по крайней мере, накануне этого визита азербайджанская сторона демонстрирует мускулы, арестовывая российских общественных деятелей в Баку. Предъявляя им оскорбительные для Российской Федерации, как для государства, обвинения в том, что они могут иметь какое-то отношение к наркотикам. Собственно, даже обвинения ведь не предъявлены, как я понимаю. Просто сам по себе факт. А факт задержания службы, имеющих отношение к наркотикам, говорит просто о пощечине, о попытке плюнуть в лицо Российской Федерации, о попытке, скажем так, грубого, хамского давления на президента Российской Федерации. И это, конечно, момент, который, мне кажется, просто вызывает невероятное удивление. Потому что, сразу скажу, что с Азербайджаном и азербайджанским народом у Российской Федерации нету никаких проблем. Миллионы азербайджанцев живут и работают в России. Азербайджанцы тоже коренной народ Российской Федерации, потому что в Дербенте, в Дагестане азербайджанцы жили всегда, да не только в Дербенте, в Москве уже живут столетиями азербайджанцы. Никакие они не мигранты, никакие они не азербайджанская диаспора, это граждане нашей страны, и которые имеют полные права. Я часто нахожусь в Махачкале, в Дагестан, и вот могу, тут если я что-то не прав, то подтвердите, что я не прав. В Дагестане азербайджанский язык считается языком, который записан в Конституцию Республики Дагестан, и изучение государственным языком. Изучение азербайджанского языка в Республике Дагестан поддерживается финансово. Здесь школы, театр, по-моему, есть азербайджанский, да. Газета есть азербайджанская, все, никаких проблем. В России богатейшие люди, азербайджанцы, выходцы из Баку, в Москве, в других местах, имеют шикарные вопросы для бизнеса и два, по-моему, даже союза азербайджанцев в России. Там, если не 3, не 4, но 2 точно, в которые входят уважаемые всем люди, всеми уважаемые. А азербайджанцы инкорпорированы в русскую культуру, при этом остаются азербайджанцами, при этом создают вещи, которые, как говорится, мы гордимся так же, как и все остальные. При всем при этом мы видим, что, к сожалению, другой подход существует по ту сторону Самура. Честно говоря, нам не до конца понятно. Азербайджанская сторона говорит, лезгины не имеют никаких проблем в Азербайджане. Вот в ответ на мое интервью одно из азербайджанских агентств выпустил совершенно хамский текст, просто хамский, где меня просто оскорбляют и просто лживо, не цитируя мое интервью практически, просто не цитируя. Да, при всем при этом меня обвиняют в том, что я, значит, вот, внимание, никогда не заступался за кавказцев, ни разу не заступался за азербайджанцев в России, что я, мне плевать на положение мигрантов. Каждый, кто это знает, допустим, вот мою позицию по этим вопросам, может просто рассмеяться в ответ, потому что если что-то меня, наоборот, обвиняют в чрезмерному такой какой-то вот защите этого всего. Это говорит об истерике азербайджанской стороны. Мне кажется, что пока не поздно, пока это не приняло характер серьезного дипломатического скандала, а я считаю, что это проверка российской стороны на прочность.
знаете, так вот, как говорится, возьму и посмотрим. Вот, я думаю, что российский МИД должен достаточно жестко отреагировать на это. Мне непонятно, почему до сих пор не реагирует. Почему можно общественных деятелей Российской Федерации, граждан России, брать и задерживать по таким постыдным каким-то вещам, оскорбляя Российскую Федерацию. Вот я считаю, что если они не будут отпущены или не будут представлены объяснения их задержания достаточно, то, честно говоря, я потребую, как член Совета по правам человека, от Министерства иностранных дел Российской Федерации занять более активную позицию в этом вопросе. Да, Максим, в данном случае безразлично, лезгина это или не лезгина. Российских общественных деятелей в такой форме задерживают в соседнем государстве, явно провоцируя и шантажируя Российскую Федерацию. Мне кажется, российские власти, я уверен, мне не кажется, а я уверен, обязаны проявить себя, как положено проявляется в таких ситуациях властям державы, которая претендует на статус великой державы и хочет, чтобы ее уважали в мире и с ней считались. Нельзя позволять, чтобы общественных деятелей твоей страны в другой стране задерживали в таком оскорбительном тоне, не объясняя при этом и фактически дискредитируя суверенитет и статус твоего государства, в данном случае Российской Федерации. Поэтому объяснение азербайджанской стране придется давать в любом случае. Вопрос о правах лезгинского народа, я считаю, в повестку вносит сама азербайджанская сторона этими действиями. Сама азербайджанская сторона. Я думаю, что это вынуждает нас к тому, чтобы мы на самом деле серьезно на государственном уровне занялись вопросом. А на самом деле так все хорошо по южную сторону Самура с правами людей, правами народа, представители которого заявляют о нарушении своих прав. Мы подробно на уровне МИДа пока не изучали этот вопрос. Пока Азербайджану передали только земли по Самуру, пока Азербайджану передали села, пока Российская Федерация только стояла в позе, знаете, такого реверанса и пока отдавала только туда, на юг, все, что просили. Понимаете? Между прочим, не в интересах населения Российской Федерации, не в интересах народа, частью, что в Дагестане эти акты вызвали, ну, прямо скажем так, общественное поражение и недовольство. Я думаю, дагестанцы тоже об этом еще скажут. С той стороны мы видим такие политические шаги. Скажу сразу, что, еще раз повторюсь, это не имеет ни малейшего отношения ни к Азербайджану, ни к азербайджанскому народу. И Азербайджан, азербайджанский народ — это братские народы, это как бы... Тут вообще даже вопросов нету. Я думаю, что каждый лезгин это подтвердит. Но политика государства и интересы народа, к сожалению, это не всегда одно и то же. В данном случае, мне кажется, что те чиновники азербайджанского государства, которые принимали это решение, нанесли серьезный вред, в том числе интересам азербайджанского народа. Я думаю, что этот вопрос мы так просто не оставим. Спасибо, Максим. У нас здесь сегодня присутствует депутат Государственной Думы Максим Рохмистров. Вот как раз ваш тезка Максим говорил только что о том, что это вызов России, и то, что такие события проходят на фоне визита президента Российской Федерации в Баку. Вот как вы думаете, как должна сейчас поступить наша страна? Что мы можем сделать в этой ситуации? Максим много говорил, в целом и в общем я согласен. Я не согласен с ним только с тем, что мы должны заниматься защитой наших общественных деятелей. Фракция ЛДПР и в целом Государственная Дума всегда очень остро реагирует на те факты, когда российских граждан по тем или иным причинам задерживают за рубежом, не предъявляя достаточных оснований. Таких историй достаточно много. И одно дело, когда эта история происходит в стране, которая является нашим противником, конкурентом, входит, например, в блок НАТО и испытывая давление от целого ряда стран, производит под давлением некие действия, как в том числе и выдача наших граждан третьим странам для проведения каких-то закрытых процессов. В данной конкретной ситуации я не хотел бы говорить ни о национальности, ни о национальных отношениях. Есть факт задержания граждан Российской Федерации.
которым до сегодняшнего дня не допущена ни консульская служба Российской Федерации, что является прямым нарушением международных норм и тех действующих договоров, которые у нас сегодня есть с Азербайджаном, и не допущены, не представлены доказательства, основания для их задержания. На это уже последовала реакция, в частности, уже направлены соответствующие запросы за подписью лидера фракции ЛДПР Жириновского Владимира Вольфовича в соответствующие инстанции с тем, чтобы Министерство иностранных дел предприняло и заняло более жесткую позицию в отношении защиты наших граждан и соблюдения их прав. И в случае, если соответствующие доказательства не будут предоставлены для основания, для задержания наших граждан Российской Федерации, далее будут последовать все санкции, которые возможно в рамках недружественного поведения в отношении граждан страны, с которой заключено целый ряд международных договоров о дружбе, сотрудничестве и обмене, в том числе и информации как криминального, так и экономического характера. Поэтому Государственная Дума займет соответствующую позицию и будет защищать наших граждан. И я думаю, что эта ситуация разрешится еще до того, как Дума соберется на свое первое пленарное заседание. Потому что если эта ситуация не будет разрешена, то вопрос о задержании наших граждан, я уверен, будет поднят на пленарном заседании Государственной Думы, так как он поднимается по всем фактам задержания наших граждан, вплоть до того, что Государственная Дума подготовит, фракция ЛДПР подготовит и внесет соответствующее постановление на рассмотрение Палаты. И я думаю, что азербайджанская сторона не будет дожидаться рассмотрения вопроса задержания граждан Российской Федерации и несоблюдения в отношении них норм международного права и соглашений, существующих между нашими странами, и выполнит все действующие нормы. Со своей стороны мы предпринимаем все необходимые действия, чтобы к нашим гражданам были допущены сотрудники консульской службы, проверили, предоставили консульской службе основания для задержания наших граждан и допустили для них соответствующих лиц, врачей, адвокатов, чтобы мы знали, в каком состоянии находятся наши граждане. Если это потребуется, то я думаю, из Государственной Думы в эту страну поедут и депутаты, как это бывало практически во всех случаях задержания российских граждан. Депутаты выезжали в места задержания наших граждан и требовали от властей соблюдения норм вместе с сотрудниками Министерства иностранных дел. Спасибо. У нас еще также сегодня присутствует глава общественной наблюдательной комиссии, член научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре Валерий Борщев. Я вот хочу вам слово предоставить, чтобы вы прокомментировали то, что происходит. Спасибо. Я тоже хотел бы поправить Максима, с которым я абсолютно согласен, и мы с ним вместе занимаемся Северным Кавказом, он действительно болеет за интересы и занимается проблемами Северного Кавказа, но речь идет действительно не об общественных деятелях, речь идет о гражданах России, и я бы сказал, не только граждан России. Случившееся имеет фундаментальные корни. Это продолжение практики Советского Союза. Закрытые тюрьмы, всякая закрытая структура – это всегда произвол. И пока Азербайджан будет сохранять вот это правило, такие случаи произвола, которые случились здесь, они будут регулярно. Эта тема, Максим, не только взаимоотношения наши. Мне кажется, что наши делегаты в ПАСЕ должны поставить вопрос, а намерен ли Азербайджан, так как это сделали мы, например, в России, как это делает Украина, намерен ли Азербайджан как-то приближать пенитенциарную систему, правоохранительную систему к европейским
европейским стандартам. Судя по всему, не намерен. А это чрезвычайно важно. Понимаете, вот наш закон об общественном контроле, благодаря которому созданы общественно-наблюдательные комиссии, к нему там много претензий, все, но он действует. Я когда-то еще его в 90-е годы, в 99-м году представлял в Думе. Прошло много лет, но он принят. Это достижение России. Понимаете, вот, пример. Мы, помните случай с Развожаевым, мы, члены комиссии, пришли в Лефортово, но не хотели нас выпускать. Но 5 часов мы просидели. Но закон есть закон. В итоге пустили. И неважно, согласно, не согласны там, с нашей позицией, мы ситуацию с Развожаевым представили обществу, и во многом изменилось положение. То же самое и в Азербайджане. Пока не будут преодолены вот эти безумные препоны, когда не пускают консула, не пускают адвоката. Но это кричащий факт. Это говорит о том, что произвол и насилие там царствует. Дорогие друзья, произвол и насилие границ не имеет. Как показывает история, сегодня он в одном месте, завтра он сделает шажок, и он окажется у нас. Это касается не только Азербайджана, это касается нас. Поскольку Азербайджан нам дружественная страна, мы с ними очень тесно сотрудничаем, и наша реакция на ситуацию с пенитенциарной системой, с правоохранительной системой, это принципиальная система, каких ценностей мы придерживаемся. Так вот, пенитенциарная система должна быть прозрачна. Таких случаев, которых сейчас продемонстрировали, быть не должно. И то, что это происходит, мне кажется, это тема для, в общем-то, ну, если не пленарного заседания, то, во всяком случае, каких-то структур ПАСЕ, где, в общем-то, должны поговорить с депутатами Азербайджана, как вообще они себя мыслят в Организации Совета Европы. Вообще, намерены они как-то приближаться к стандартам европейским, или они хотят оставаться на прежнем советском уровне, пусть как-то определяться. Вот. Я понимаю, что не во всех регионах бывает одинаковая ситуация. У нас тоже все непросто. Вот я, как и Максим, тоже часто бываю на Северном Кавказе. В Дагестане у нас с общественным контролем вначале было тяжело. Вот я встречался с президентом Мухалиевым, там, сказать, говорил, что, в общем-то, дело идет тяжело. Ну, как-то сдвинулось. В Ингушетии тоже были проблемы. Ну, там Евкуров, он человек открытый, я тоже с ним встречался. Мы с ним договорились, там он сразу организовал мне встречу с министром внутренних дел, и какие-то проблемы решаются. Проблемы есть, они всегда будут, это естественно, но они должны решаться. В Азербайджане их решать не думают. В Азербайджане, как я понимаю, хотят законсервировать советскую репрессивную систему пенитенциарной политики и продолжать тот произвол. Понимаете, это звоночек. Это просто хорошо, что вот они граждане России, что один из граждан, член общественного совета, член президентского совета по правам человека. Слава Богу, привлечено внимание. Но внимание должно привлечено быть вообще к ситуации с правами человека в Азербайджане, ситуации с пенитенциарной системой. Я боюсь, что если мы сообща не добьемся того, чтобы азербайджанские власти не были ориентированы на европейские ценности, подобные факты будут продолжаться как система. Спасибо. У нас на связи в Дагестане находится сопредседатель общественной организации «Дагестан. Территория мира и развития» Ладиев Сулайман. Я хотела бы ему слово предоставить. Если вы нас слышите, да? Да, мы слышим вас. Ага. Выскажите свою точку зрения по поводу этой ситуации. Средства массовой информации Дагестана, общественность Дагестана реагирует на эту ситуацию довольно болезненно. Я попросил вчера своих знакомых, друзей, студентов, чтобы они провели небольшой социологический опрос для того, чтобы узнать, как дагестанцы реагируют на задержание граждан Российской Федерации, двуединых граждан Российской Федерации. Тем более для нас, они к тому же еще и дагестанцы, они наши соплеменники. Я не хотел бы особо акцентировать внимание на этнический фактор, но тем не менее это реальность, это факт. Поэтому мы, естественно, на это реагируем, может быть, на совершенно другом, на таком этническом уровне тоже. Дело в том, что практически 100% дагестанцев, которые задавали вопрос о том, как вы реагируете на задержание и арест наших российских граждан, они реагируют совершенно болезненно, это вызывает у людей гнев,
это вызывает у людей возмущение. К сожалению, величайшему это наносит колоссальный ущерб взаимоотношениям между, в данном случае, нашими дагестанцами и азербайджанской властью, потому что азербайджанцам у нас нет никаких претензий. Эти вещи происходят еще на фоне того, что, на наш взгляд, у автохтонного населения дагестанцев, которые тысячелетиями проживают на территории современного Азербайджана, имеются определенные проблемы. И мы знаем об этих проблемах. Эти проблемы связаны и с языком, с культурой, с традициями, с обычаями, с суннитским исламом. Это проблемы, связанные с представленностью дагестанцев, проживающих на территории современного Дагестана, проживающих там исторически тысячелетиями, в органах государственной власти, исполнительной власти, правоохранительных органов. И на фоне этого, конечно, реакция очень болезненная. Я просто не могу понимать, почему такие действия принимаются. Было бы естественно, логично и понятно, если в преддверии визита президента Российской Федерации Путина в Азербайджан был бы совершен некий, жест, что ли, доброй воли, а не задержание людей. Ведь, в конце концов, мы дружественные страны и дружественный народ. И это совершенно непонятно. Зачем это делается? С какой целью это делается? Зачем вызывать у сотен тысяч дагестанцев такое негативное отношение к действиям азербайджанских властей? Безо всякого сравнения к самим азербайджанцам, Азербайджану у дагестанцев нет никаких претензий и быть не может. Дагестанцы толерантны. Мы ведь в Дагестане живем десятки народов вместе, говорим на разных языках. У нас где-то и общие обычаи и традиции, но есть и разница тоже. Для нас естественно, что люди говорят на других языках, что они разные, что у них различные культуры. Но с другой стороны, вот это наносит очень серьезный ущерб развитию дружеских, нормальных отношений, сотрудничества между Азербайджаном и Россией, в данном случае, естественно, дагестанским народом, дагестанским обществом и азербайджанским народом. Совершенно правильно здесь Максим сказал, ведь у нас в Дагестане проживает огромное количество азербайджанцев. Они исторически здесь проживали, и те, которые к нам приехали, тоже тут не имеют реально проблем. Это факт, потому что вещание на дагестанском телевидении идет в том числе на азербайджанском языке. Наши средства массовой информации, газеты, вот своя собственная национальная газета. Никаких проблем с преподаванием родного языка в школах. Литературу на азербайджанском языке, книги. Практически такие же права, как у дагестанцев. В полном объеме они представлены. Они есть дагестанцы. Они дагестанцы. Мы не относимся к ним как к людям, которые приехали нас из какого-то другого государства. Это наши дагестанцы. И у дагестанцев никакого отношения к ним нет. Самое главное, азербайджанцы, которые у нас проживают, они в полном объеме представлены во всех органах исполнительной власти, государственной власти, наших муниципалитетах, местной власти, законодательной власти. И они чувствуют себя здесь совершенно комфортно. Это факт. Вот определенные проблемы у лезгин, аварцев, талышей, удульцев, которые проживают на территории Азербайджана, эти проблемы существуют. Они связаны и с реализацией прав, равенством перед законом, перед конституцией, перед государством, всех прав и свобод, таких же, как у азербайджанцев. Там очень много таких событий, о которых я сейчас не хотел говорить. Даже вот то, что произошло теперь месяца 2 тому назад, когда было принято решение переименовать одну из улиц Дербента, но надо было подготовить хотя бы население к этому. Надо же было все-таки разговаривать с людьми. Ничего там особо страшного, конечно, как бы нет. Я не хочу драматизировать эту ситуацию. Я просто хотел бы, чтобы мы обратили на эти вещи внимание, чтобы потом не допускать подобного рода ошибок. А там это вызвало вот это протестное настроение, попытка организовать митинги, только лишь потому, что не было проведена работа с таким населением. В конце концов, надо узнать мнение самой общественности. А к чему это привело? К тому, что вот это недовольство этими шагами, в данном случае, конечно, действиями азербайджанской властей, которые предъявляют, знаете, я не знаю, я не верю, совершенно исключается, что эти люди, были наркоманы. И тем более на фоне визита Путина. Это совершенно исключается. Я думаю, что есть здесь один единственный по конкретному случаю выход. Немедленно надо этих людей освободить. И принести соответствующие извинения. Или в этом случае, если они виноваты, тогда надо представить,
как положено в соответствии с законом, в данном случае Азербайджана, международным правом, нормами и традициями, соответствующие доказательства вины этих людей. В Дагестане никто не верит, что они имеют отношение к наркотикам. Это вот то, что касается, ну, скажем, конкретного случая. Что же касается проблем стратегических, то безо всякого сомнения надо, во-первых, констатировать сам факт того, что исторически так сложилось, что автохтонное население дагестанцев, аварцев, лезгин, палышей, рутульцев проживает около 1 миллиона человек на территории Азербайджана. И такое же большое количество азербайджанцев, наших дагестанских, ну, может быть, и приезжих, проживает в Дагестане тоже. Это исторический факт, это реальность. Но я думаю, это реальность не для того, чтобы, и не причина для того, чтобы возникли какие-то проблемы и осложнения. Это ведь причина и основание укрепления взаимного сотрудничества, наших связей. В конце концов, и общественные организации, с той и с другой стороны, сейчас, вот из-за этого случая, который находится в этом состоянии, ожидания и, естественно, возмущения, я имею в виду дагестанские общественные организации, лучше бы, если они совместно занимались бы конструктивной работой, взаимовыгодной, в том числе по культуре, какие-то концерты, круглые столы, конференции, анализ этой ситуации, и в том числе на общественном уровне. Понятно, что государственные структуры, они должны действовать так, как они должны действовать, и Российская Федерация, конечно, она должна защищать права и свободу своих граждан. Я уверен, это будет сделано и Министерство иностранных дел, и соответствующие консульства, посольства, но общественность тоже возникает. Вот, несмотря на то, что в Дагестане свои внутренние серьезные проблемы имеются, в том числе связанные и с радикализацией молодежи, и с терроризмом, и люди гибнут, тем не менее, вот то, что произошло, это вызывает более болезненную реакцию. Это вот такая закономерность. Поэтому это надо немедленно решить, это надо освободить, а в дальнейшем надо перейти к сотрудничеству. А почему бы нет? И почему такое отношение к российской национальной культурной автономии, которая имеется у некоторых представителей азербайджанской стороны? А ведь эта автономия создана с целью, чтобы развивать лезгинскую культуру, языки, заниматься обычными традициями, историей. Это позитив, это конструктив. Она же не создана для того, чтобы, я не знаю, заниматься какой-то антиазербайджанской деятельностью. Это абсолютно исключается. Сколько мне известно, руководитель этой организации, он сам и его родственники долго жили в Азербайджане. И его там живут родственники. И поэтому он и не сделает никогда, и не делал, поскольку мне известно ничего такого, что было бы в ущерб интересам Азербайджана. И наоборот, надо сотрудничать с этой организацией. Было бы очень здорово, если бы даже Кирилл Сало, когда пригласили бы в Азербайджан, и период визита Путина, он находился на территории Азербайджана и занимались совместным решением этих проблем. Другого варианта нет. Есть два пути. Дальнейшее какое-то осложнение этих процессов, которые наносят ущерб интересам и России, и Азербайджана, и особенно, конечно, вызывает болезненную реакцию дагестанцев. И второй вариант – это позитивный, конструктивный вариант, когда мы и они будем относиться друг к другу с уважением, а подобного рода вещи должны быть просто исключены. И эту проблему надо, естественно, решать. И откладывать это нельзя. Здесь, в Дагестане, я не могу себе представить, чтобы представители дагестанской власти, правоохранительные структуры, задержали на территории Дагестана, известных, в принципе, то азербайджанцев, которые бы занимались той деятельностью, общественниками, которые занимались наши дагестанцы, которые там расстроены. И тут им предъявили обвинение в том, что они перевозят наркотики, задержали, никого к ним не допустили. Это исключается. Это я еще допускаю в отношении, может быть, там террористов, радикалов и так далее. Но это совершенно исключается. А почему к нам так относятся? Поэтому, конечно, я считаю, что безотлагательно надо освободить и в дальнейшем уже перейти к нормальному сотрудничеству, конструктивному, называя вещи своими именами, и в том числе изучить, в конце концов. А почему нельзя создать совместную комиссию для того, чтобы изучить положение азербайджанцев в Южном Дагестане? Объективно, серьезно, фундаментально, основательно, привлекая туда экспертов, и точно изучить положение наших дагестанцев, которые там проживают. Сулайман, спасибо вам большое. У нас просто еще есть участники, которым тоже нужно высказаться. Одна из них — это Светлана Алексеевна Ганушкина, член Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества по правам человека.
И вот как раз об этих самых правах, которые, очевидно, в этой ситуации нарушаются по всем пунктам, да, вот я хотела, чтобы вы высказались. Ну, первое, что я должна сказать, что я уже не член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Я вышла из него, была 10 лет, с 2002 по 2012 год, и вышла с новым пришествием Владимира Владимировича Путина. Так сказать, я действительно занимаюсь правозащитой и действительно председатель комитета гражданского содействия и член правления общества «Мемориал». И член правительственной комиссии по миграционной политике, если нужен какой-то официальный статус. Азербайджаном занимаюсь очень давно и связано с ним, так сказать, тем, что моя мама родом оттуда. Поэтому первая земля, с которой я познакомилась, вот, не российская, и самые теплые впечатления еще с 6 лет у меня оттуда. Поэтому, видимо, в 80-е годы я занялась исследованием и потом активным участием в помощи жертвам армяно-азербайджанского конфликта, карабахского конфликта. Много бывало в тюрьмах в Азербайджане, которые для нас открыли, и должна сказать, что качество содержания было существенно выше, чем в России. Но это качество. Закрытость системы, конечно, остается, никаких ОНК нет. И попасть туда и выяснить, что делается с конкретным человеком, который вот в настоящий момент арестован, невозможно. И недопуск адвоката – это совершеннейшая норма. Общая ситуация с правами человека, вот то, о чем мы сегодня говорим, конечно, развивается на фоне вот этой общей ситуации с правами человека, которая очень скверная в Азербайджане на сегодняшний день. Это и отношение к гражданскому обществу. Хочу сказать, я не провожу сравнений с Россией в данном случае. Если мне кто-то скажет, что у нас не лучше, значит, обсуждать это на сегодняшний день вот здесь и сейчас не буду. Но положение скверное, действительно так. Часто давление оказывается даже не на самих общественных активистов, а на их детей. Так была по сфальсифицированному обвинению, была сфальсифицирована драка в ресторане с сыном одного из... по отношению к сыну одного из очень активно действующих, очень давно действующих азербайджанских, в общем, можно сказать, политических деятелей, потому что этот человек был какое-то время послом здесь, в России, сына Хикмета Гаджизаде, который был осужден на 3 года совершенно по придуманному обвинению. Семья Арифа и Лилы Юнусовых, тоже известных в Азербайджане всем, я думаю, безусловно, вынуждены были забрать свою дочь, оттуда вывести, она сейчас находится в другом, в европейском государстве, потому что девочке грозила опасность, были угрозы. И это, конечно, совершенно недопустимая вещь. Что касается национальных меньшинств, то почему-то в Азербайджане боятся самого упоминания о наличии национальных меньшинств. Совершенно непонятно, потому что, ну вот по воспоминаниям моей мамы, Баку это был многонациональный город, где расцветали все культуры, где дети там ходили на Пасху еврейскую, православную, на Наурuz-Байрам, по разным семьям, и все были счастливы. И вот этим единством славился Баку и, в общем, Азербайджан в целом. Что сейчас происходит? На это грустно и страшно смотреть на самом деле. Но страшное преследование представителей талышской культуры, с которым я знакома очень хорошо и близко. В 2007 году был арестован по обвинению в измене родине профессор, энциклопедист, этнограф и культуролог Наврузали Мамедов. Он был обвинен в измене родине. Это абсурд совершенно. Как утверждается, это произошло после того, как он издал такой многоязычный словарь талышского, азербайджанского, английского и русского языков, чуть ли не вот так вот. И это было воспринято как какой-то недружественный акт по отношению к азербайджанскому народу и к азербайджанской культуре. Совершенно дикая вещь. В 2009 году, после какой-то неизвестной инъекции, профессор Наврузали Мамедов скончался в тюрьме. Никто не понимает, почему. Его сын старший умер после допроса, придя домой. Когда мать видела тело сына, у него вся спина была абсолютно синей. Там провести экспертизу серьезную не удалось. Второй ему сын попал в автомобильную аварию. Всегда остается вопрос, почему и как это произошло, и умер здесь, в Москве, потому что получил такие травмы. Уже после того, как были убиты 3 мужчин этой семьи, во всяком случае погибли, не буду говорить, потому что не было следствия, суда, и было ли это убийством, во всяком случае вторая смерть 2-го сына.
у них в доме проведена была конфискация имущества. Понимаете, вот это меня поражает в азербайджанских властях, то, что акции, которые проводятся, они, с одной стороны, оскорбительны, с другой стороны, до того нелепы, что они позорят, естественно, в первую очередь тех, кто их проводит. Снимал это на пленку, видео есть, и оно есть в интернете, Гилал Мамедов. Это был председатель комитета по защите семьи Наврузали Мамедова. Не родственник, просто, видимо, много Мамедовых на свете. Тоже Талыш, кандидат наук, мой коллега, как и Гаджизаде, математик по образованию. Замечательный человек, преподаватель. Ну, чистейший человек. Вот нужно видеть Гилала, правда? Вот для того, чтобы понять, что это чистейший, это маленький, скромный, тихий человек, абсолютно чистой души. И вот он снимал, как выносят из квартиры уже убитого человека 4 стула с разной обивкой. Это старые стулья, которые, видимо, по мере износа этой обивки ремонтировали с разной обивкой. Что это государству азербайджанскому дало, эти 4 стула? Какой позор! Телевизор и письменный стол. Это все, что оказалось в кабинете. То есть это чудовищно. Вдову из них вдову Наврузали Мамедов нам пришлось вывозить тоже. Ну, то есть мы ее никак не тайно вывозили, она была в Москве и получила убежище в Голландии, там же, где и очень много других талышей. В том числе первый, кем мы занимались, это был лидер этой культурной автономии, так сказать, ну, общины, да, как так это можно назвать, да. Али Акрам Гуматов, приговоренный к смертной казни. Слава Богу, благодаря тому, что Азербайджан вступал в Совет Европы, смертная казнь не осуществилась, его освободили. Его жена и 2 детей жили в лесу, потому что преследовали жену. Правда, это было вот в середине 90-х. Они первые оказались в Голландии. Это был мой первый опыт помощи людям, которые вынуждены были бежать с территории бывшего Советского Союза. Сам Али Акрам сейчас тоже в Голландии, получил голландское, если не ошибаюсь, гражданство уже, приезжал сюда, в Москву, мы с ним виделись первый раз, кстати говоря, познакомились тогда. Но это вот ситуация в Азербайджане. И эта ситуация, Азербайджан боится того, что лезгины захотят объединиться и выйти из состава Азербайджана. Вот этот страх, который можно победить, на самом деле, если такие тенденции есть, их можно победить только человеческим отношением, только доброжелательным отношением, только пониманием нужд культуры. Только. Вместо этого он выливается вот в такие вот дикие вещи, которые фактически на самом деле усиливают и такие тенденции, если они есть вообще. И отношение к Азербайджану, конечно, портится просто радикально. Теперь я хотела бы сказать второе. Второе это... Кстати, я сказала, что Гилал Мамедов тоже арестован, да? И вот я не сказала, что Гилал Мамедов, он был 21 июня прошлого года арестован, ему подложили на улице наркотики, этого мало показалось. Ну, это традиционно, да? Нам не в России не знать. Да? Если надо кого-то задержать, останавливаешь, небольшую дозу наркотика в карман, просто и хорошо, простенько и со вкусом, что называется. Значит, дома у него еще нашли большую партию наркотиков. Вот я говорю, надо видеть Гилала, чтобы понять какой-то абсурд. Вот. А теперь ему предъявлено 3 обвинения. Эти наркотики, конечно, не сняты, бредовые совершенно наркотики. Второе – это измена на родине. Третье – шпионаж в пользу Ирана. Ну, вот это ираноязычная группа только, по-моему, это единственное, что вот можно ему поставить вину. Абсолютно абсурдная ситуация. Теперь, что касается наших граждан. Вот, конечно, я очень рада присутствовать на этой пресс-конференции, потому что я впервые на такой пресс-конференции, где вот так активно защищают наших граждан в Азербайджане. Для меня это далеко не первый случай. Вот где-то с полгода назад был отпущен наш шпион, в кавычках скажем, с которым очень долго пришлось повозиться, так сказать, с этим делом. Ко мне обратилась его жена и мать. Российский гражданин, который работал на Кабатлинской, как она называется? Кабалинский. Лезгин тоже националист, да. Он лезгин? Не знаю. У него мама русская, это я точно знаю, жена русская, а отец азербайджанец. Ну, во всяком гражданин, ну, неважно, мне совершенно это не важно. Во всяком случае, вот человека, российского гражданина, обвиняют в том, что он наш шпион. Мы обращаемся в МИД, мы обращаемся в разные инстанции. Нам говорят, это внутреннее дело Азербайджана. Консульство не занимается им.
Хотя нам говорят, да, мы занимаемся, но по сведениям моим от родственников они не приходили на суд даже. Ну я говорю, простите, мне вот мне интересно, если он наш шпион, как же это внутреннее дело Азербайджана, когда это, простите, наш родной? Я плохо отношусь к шпионам, но государство для чего-то занимается такими делами, как шпионаж, да? Значит, мы же отвечаем за это. Я, относясь к шпионажу, в принципе, плохо, я, как гражданка России, не понимаю, как государство может бросать человека, которого оно куда-то направило. С другой стороны, если это не наш шпион, как же это не наше дело? Как это не дело России, если нашего гражданина, который ни в чем не виноват, обвиняют в том, что он российский шпион? Значит, я разговаривала много раз, не раз, и не два, и не три, обращалась к Лукину после нескольких разговоров с Путиным. Человека сначала вернули отбывать сюда наказание, привезли, а потом его освободили. И тоже не сразу. Ну неужели должен делать это президент лично? И неужели нужно напоминать президенту, что он некоторое отношение тоже ко всему этому имеет? Неужели российское государство не в состоянии создать систему, которая бы защищала российских граждан? Ну, видите, у нас эта ситуация произошла накануне визита президента. Да, а тут это потому что, видимо, привыкли, что нам наплевать на это. Видимо так, потому что разве это единственный случай? У меня был случай, когда человека задержали, потому что, ну, в общем, родственники хотели получить его имущество, российского гражданина, и мы не могли добиться того, чтобы Россия защищала его. Никто не хотел этим заниматься. И последнее, что мне хотелось бы сказать, я еще раз скажу, что я рада, что на сей раз это не так, то я надеюсь, что, может быть, Государственная Дума каким-то образом тоже займется этим вопросом. Вот. Но я боюсь чего? Я боюсь того, что мы устроим адекватный ответ. Этот адекватный ответ у нас по, знаете, арабской анекдоту или сказке, притче, когда женщина пришла к отцу и сказала: твою дочь оскорбил муж, он ударил меня по щеке. Отец ударил ее по другой щеке и сказал: ну, теперь я оскорбил его жену, и мы с ним квиты. Вот. Так вот, чтобы так не получилось, чтобы мы в результате не начали такую же, как у нас уже было, против грузин охоту, потом против таджиков, когда вдруг завелась бледная спирохета и палочка Коха во всей кураге и так далее, или вино вдруг, или боржом стал некачественным продуктом. Вот я боюсь, что адекватный ответ с нашей стороны может оказаться таким. И я призываю, так сказать, всех, кто нас сегодня слышит, чтобы он был иным, чтобы мы защищали наших граждан и продемонстрировали, что мы ведем себя по-другому, уважая граждан Азербайджана здесь и не устраивая вот таких вот вещей. Все, спасибо. Спасибо, Светлана Алексеевна. Я вот сейчас хочу предоставить слово Руслану Курбанову, члену Высшего совета Российского конгресса народов Кавказа. У нас буквально 2 минутки еще остается, коротенько, если можно. Спасибо большое за представленное слово. Я рад сегодня оказаться в такой высокой компании, собрании. Как ученый, как научный сотрудник Института Востоковедения, я хотел бы несколько, более общий контур дать. Дело в том, что Россия все-таки ощущает свою ответственность за постсоветское пространство. И граждане России все равно сохраняют такой менталитет по отношению к нашим собратьям, которые некогда входили с нами в единую страну. Переживание за то, что происходит в Азербайджане, присуще и гражданам России, и гражданским активистам нашим. И учитывая, что в Азербайджане, к сожалению, низкий уровень социального обеспечения населения, учитывая, что тяжелая ситуация с безработицей, мы все с пониманием относимся к тому, что на территории Российской Федерации уже 3 миллиона азербайджанцев пытаются заработать на кусок хлеба для своей семьи. Более того, все условия, которые созданы для развития национальных культур в России, они относятся в том числе и к диаспорам, представляющим народы бывшего Советского Союза. Несколько всероссийских организаций, это Федеральная национальная культурная автономия АЗРОС, Всероссийский азербайджанский конгресс, созданы крупная организация Союза азербайджанских организаций России. Это все говорит о том, какие условия для развития собственной национальной культуры предоставляет Россия для представителей соседнего государства. Тут Сулайман Баширович из Дагестана рассказывал, какие условия созданы в Дагестане. Азербайджанцы считаются титульным народом Дагестана. Министры, депутаты Народного собрания, руководители районов,
из числа азербайджанцев для Дагестана – это обычное дело. Министр юстиции Дагестана, он азербайджанец. И это всего лишь 90 тысяч населения в Дагестане. 3-миллионный Дагестан и 90 тысяч населения – это азербайджанцы, считающиеся такими же дагестанцами, как и все остальные. Но извините меня, в самом Азербайджане живет около 1 миллиона представителей лезгинского народа, цахурского, рутульского, аварского. Я сейчас говорю пока только об этнических дагестанцах и не касаюсь даже талышей, которые представляют иранскую группу. Но для миллиона людей, которые являются нашими соотечественниками, которые относятся к нашей культуре российских народов, дагестанского народа, которые исторически входили не в состав Азербайджана, а входили на добровольных условиях в состав российского государства. Я имею в виду рубеж 18-19 века. Ну неужели нельзя для них в современном государстве создать определенные условия для защиты родной культуры, гражданских прав и свобод? И вот на этом фоне, вместо того, чтобы сближать позиции по предоставлению все больших прав, свобод, возможностей для развития родной культуры и так далее, мы со стороны азербайджанского государства видим все больше ущемление этих прав, все большую дискриминацию. Более того, я уже не говорю про репрессии внутри Азербайджана, более того, азербайджанская сторона переходит к прямой этнополитической экспансии внутри России, нарушая тем самым сложившийся этнический, исторический, культурный баланс. Когда в городах России возводятся памятники Гейдару Алиеву, когда на Мамаевом кургане закладывается парк Баку с установлением памятника Гейдару Алиеву, когда в Дербенте, межнациональном городе с многотысячелетней историей, никто даже заикнуться не может, что это наш город, табасаранский, лезгинский или еврейский, вдруг ключевые лидеры азербайджанского народа в России заявляют на всю страну, что это азербайджанский город. Извините меня, половина Азербайджана исторически входила в состав Дагестана. Мы даже не поднимаем этот вопрос. Я бы сейчас хотел подчеркнуть, 3 момента, как мне кажется, почему именно в преддверии визита Путина произошли эти задержания. Мне кажется, это связано с 3 факторами. Первое – это активная позиция ФЛНК по тому, чтобы озвучивать проблемы, существующие в Азербайджане по отношению к ущемлению гражданских прав и свобод на развитие родной культуры национальных меньшинств. Второй фактор – это выход ФЛНК на международный уровень. Сейчас ФЛНК является членом международной организации, Малой ООН, и получает доступ к трибунам, таким как Европарламент и Организация Объединенных Наций. И третий фактор – недавно ФЛНК призвала лезгинские организации России объединиться в единый координационный совет для того, чтобы координировать свои действия по развитию родной культуры. Эти 3 фактора являются достаточно сильным раздражителем для азербайджанской элиты, которая как ночным кошмаром для нее является вообще пробуждение национального сознания и активности национальных меньшинств. И в данной ситуации что мы видим? Азербайджанская сторона вместо того, чтобы пойти навстречу некоторым законным требованиям, фактически заложники 3 человек, имеющих отношение, прямые родственные связи к руководству Федеральной лезгинской национальной культурной автономии. Из них 2 являются гражданами России. Я абсолютно согласен с Максимом Шевченко, что сейчас этим шагом азербайджанская сторона проверяет на прочность российское государство, российское руководство и российское внешнеполитическое ведомство. Еще никто не озвучил. У маленьких стран, которые хотят чего-то добиться от большой страны, есть такой прием. Создавать проблему этой большой стране, а потом за хорошие откупные эту проблему устранять. К примеру, Киргизия несколько раз пыталась выгнать американскую базу Манас, но потом за хорошую плату она ее все равно оставляла. И я считаю, что сейчас в преддверии визита Владимира Путина в Баку бакинские власти создали проблему, головную боль, не только для дагестанцев, не только для лезгин, для всего российского государства. А теперь за хорошие откупные эту проблему Баку может решить. Отпустить российских граждан, на которых они уже там повесили и наркотики, и другие преступления. Но при этом, естественно, они будут чего-то ждать от российской стороны. И я боюсь, что этим требованием будет сужение поля для деятельности национальных организаций, которые представляют интересы разделенных народов между Дагестаном, Азербайджаном и так далее.
очень бы хотел, чтобы это все прекратилось, и чтобы отношения между нашими странами перешли в конструктивное и созидательное русло, чтобы развитие гражданских прав, свобод, возможностей демократии, возможностей для развития национальной культуры как для дагестанских народов, так и для азербайджанского народа в самой России только расширялись. И мы будем прикладывать к этому все усилия. Спасибо большое. Спасибо вам. Я думаю, что на этом, в принципе, можно сегодня точку поставить. Я надеюсь, что ситуация разрешится, тем более, видите, уже как бы силы и общественные, и политические, и СМИ уже к этому вопросу подключились. Ариф, вы добавить хотите что-то? Буквально пару слов. Пару слов только. Исторически получилось так, что лезгины, когда развалился Советский Союз в 1991 году, оказались разделенными. Они не только политически, духовно, морально, культурно разделены, да, между Россией и Азербайджаном. Вот эта разделенность нанес огромный ущерб лезгинскому народу, его политическому развитию, экономическому, социальному развитию. Да? Больше миллиона лезгинов проживают в Азербайджане, 500 тысяч в России, компактно в Южном Дагестане. Да? Ну что нам делать? Азербайджан же закрытая страна. У меня родители там, у меня сестры там, у меня двоюродные братья там, всех лезгинов. Да? Что нам делать? Меня звонят сотни лезгин, Ариф Пашаевич, но я боюсь, что мне надо ездить от родственникам. Меня тоже арестуют, просят наркотики. Что нам делать с лезгином? Нашим родственникам, которые миллион проживают в Азербайджане. Это для нас, что они же для нас стали иностранцами. Ну как, что нам делать? Вот дайте, вот, пожалуйста, советы нам, российские общество, дайте нам советы. Вдруг миллион лезгинов для нас стали иностранцами, как испанцы, как итальянцы. Это первый вопрос. Второй. Я хотел бы, чтобы, я призываю всех патриотических сил, всех прогрессивных сил Российской Федерации, да, активистов, в этом вопросе поддержать наших граждан, позицию федеральной лезгинской автономии. А наша позиция всегда работать в правовом поле. Правильно сказал Руслан. Я, наверное, единственный человек, который, не имея за спиной государственность, выступил с трибуны ООН 29 мая. Представили, спасибо нашим европейским партнерам, по проблемам лезгинского, талышского, татского и других нацменьшинств. Нацменьшинств в Азербайджане 2,5 миллиона. Сколько можно о правах молчать? Сколько можно? Вот представьте себя вместо Арифа Пашаевича, руководителя Федеральной лезгинской автономии. Туда не пускают наших граждан. Они стали иностранцы для нас, да? Часть наших родственников. Как мне убедить нашу молодежь, огромное число, что они были, все свои действия были в правом поле? С этим шагом Азербайджан призвал огромное число лезгинских, агрессивно настроенных молодежь, чтобы они работали вне правовой поле. Просто нас заставляют к этому идти. Конечно, это не наш путь. Мы никогда не будем нарушать российские законы, Конституцию Российской Федерации и международное законодательство. Спасибо за внимание, благодарю. Спасибо вам. Я думаю, теперь точно точка. Большое спасибо нашим коллегам и участникам, которые сегодня находятся в Дагестане. Было очень приятно вас слышать, услышать вашу точку зрения. И спасибо большое всем, кто пришел сегодня в информационное агентство «Росбалт», чтобы обсудить в очередной раз произвол, который происходит с нашими российскими гражданами за границей. Спасибо и до встречи в Росбалте.